Добрый день, уважаемые зрители! С вами передача «Лекториум Саха». И сегодня мы поговорим с вами на такую важную тему, как языковая ситуация в Республике Саха-Якутия. Сегодня с нами в гостях доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Северо-Сибирского отделения Российской академии наук, ведущий научный сотрудник Международной научно-исследовательской лаборатории «Лингвистическая экология Севера» Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Нина Иннокентьевна Иванова. Здравствуйте. Добрый день. И мы переходим уже непосредственно к нашим вопросам. И первый вопрос звучит так, Нина Иннокентьевна. Расскажите вкратце о своей профессиональной деятельности, вообще о своей научной деятельности. Я социолингвист. Социолингвистика – это такая отрасль языкознания, которая изучает отношения между языком и обществом. Да, социолингвистика, ну скажем так, она молодая отрасль. В России ее изучением начали заниматься с 60-х годов. Западные социолингвисты активно начали изучать тоже вот эти отношения тоже где-то в 50-е годы. Поэтому это сравнительно такая молодая отрасль языкознания. Надо сказать, что в данное время очень актуальные исследования проводят социолингвисты, потому что в круг ее изучения, в объект ее изучения входят как языковая ситуация, так и языковая политика. Поэтому, значит, социолингвисты про языковую политику говорят именно вот однозначно, взвешенно, не только как носители определенных языков, но и как изучающие люди. То есть очень объективные свои знания, новые знания передают. Большое спасибо, Нина Иннокентьевна. И вот, переходя к самому вопросу о языковой ситуации, давайте начнем больше с ретроспективы, а именно, что вы можете сказать о развитии языковой ситуации с исторической точки зрения, а именно в годах, это в 90-х нулевых, вот примерно 30-20 лет тому назад. Как она складывалась? 90-е годы, скажем, да, это такой период очень интересный. Все началось с того, что, значит, произошел конфликт, да, который впоследствии назвали парад суверенитетов, да, вот. В Якутии 27 сентября была принята декларация о суверенитете Республики Саха-Якутия, буквально. И, значит, этот период, он чем теперь известен? Многие, значит, его ассоциируют именно с введением национальной концепции, в образовании, да? Да, насколько я знаю, значит, авторами этой идеи были профессора Северо-Восточного университета Иван Егорович Алексеев и Гаврил Гаврилович Филиппов. Они с этой идеей пришли к тогдашнему министру образования Егору Петровичу Журкову и с тех пор, значит, начали внедрять. Кстати, им это очень хорошо удалось. Население, этническая общность очень хорошо, позитивно восприняла эту идею. И я вот сейчас могу даже привести слова, буквально, да, процитировать Ивана Егоровича Алексеева про этот период. Так, значит, Иван Егорович пишет вот в этой книге, издание 2003 года, поэтому буквально вот именно о том периоде. Концепция Национальной школы Республики Саха-Якутия способствовала росту числа владеющих языком Саха до 97%. В годы реализации концепции в школьной образовательной цепи в 5-9 классах был достигнут 80% рубеж преподавания естественно-математического блока предметов на языке Саха. Активизировался процесс терминотворчества. К сожалению, в связи с переходом к новому базисному учебному плану эта работа была свернута. В прошлом учебном году 497 детских садов с якутским языком посещало 47,9% детей Саха. Значит, обучение на якутском языке ведется в 520 школах.
это значит, составляет 76%, где учатся 45,5% детей Саха. По сравнению с 1992 годом прирост обучающихся на якутском языке составил 16 785 человек. Но вместе с тем, да, еще хочется, значит, вспомнить, расширилась сеть школ. И именно вот в сфере образования очень прошли такие позитивные сдвиги. Расширилась сеть школ, появились гимназии, лицеи, колледжи, кочевые школы. Так, еще, значит, частные школы появились. Вот, поэтому, конечно, был очень позитивный сдвиг. Так, это вот по сфере образования. Да, я проводила именно мониторинг сферы средств массовой информации. И вот по этому поводу тоже там ранее, если все передачи были в основном на русском языке, да, я помню, еще маленькая была, в 90-е и 80-е годы, допустим, якутские передачи, они были в основном или про сельское хозяйство, или вот какие-то вот про артистов, такие, видимо, творческая редакция работала и редакция сельского хозяйства, да. А в 90-е годы именно вот социальные функции русского и якутского языков у нас на республиканском телевидении, они буквально сравнялись. Ну и национальная вещательная компания тоже, да, книжное издательство у нас появились, у нас появилась Академия наук Республики Саха-Якутия. Поэтому в 90-е годы, это, конечно, было такое время, когда это было сопряжено именно с повышением национального самосознания коренных народов республики, да, коренных, я сюда включаю якутов, вот. Ну и, конечно, было очень большое сокращение русскоязычного населения, не только русских, но и украинцев, допустим, татар, башкир, которые в свое время приехали в республику вот, в целях индустриализации, да, республики. Вот они выехали, очень большой процент они составляют, поэтому впоследствии, в конце 90-х, в начале 2000-х годов уже большие изменения произошли именно вот в балансе, в демографическом балансе населения, да, местного населения стало больше, и теперь в данное время тоже вот это соотношение почти держится, и где-то 38/47, 38 это русские, 47 это Саха. Вот такой вот снимает. То есть вообще можно сказать то, что за этот период, по сравнению, допустим, ну, с годами 70-ми, 80-ми, где, может быть, я ошибаюсь, шел уклон именно на достижение моноязычия, наверное, то в 90-е годы уже двуязычие, оно больше такое становится актуальным, да? Да, конечно, конечно, да. Потому что раньше идеология была, значит, построить государство с одним языком, да, советский период, да, именно характеризуется вот этой идеологией. А с 90-х годов у нас, да, переустройство социально-экономическое, политическое переустройство, оно привело к тому, что у нас, значит, билингвизм, установки на билингвизм, они стали больше, конечно. Да. То есть вообще повышается сама суть, ну, интернационализма, можно сказать, да, вообще вот в контексте дружбы народов, может быть. Этноцентрические тенденции, они усилились. А поскольку они до этого имели незначительный характер, то, само собой, происходит уже как бы гармонизация отношений, да, в этом плане. Большое спасибо. А теперь вот, отходя от ретроспективы, мы, наверное, перейдем уже к сегодняшнему дню. И вообще, что вы можете сказать о текущей языковой ситуации, вот, допустим, за последние десятилетия и в настоящее время? И вообще, какие проблемы существуют в данном направлении, и можно ли какие-то аналогии применить по сравнению с другими регионами Российской Федерации? Ну, начну вот с последнего, да, значит, какие аналогии с другими регионами нашей Российской Федерации. В регионах в основном тенденция одинаковая в том плане, что идет тоже усиление на
на моноцентрическую такую языковую модель устройства государства, да, уже лет 30, ну точно уже лет 20 идет, значит, борьба, противостояние такое, изменение этнокультурной парадигмы языковой политики на функционально-национальную, да. То есть как это можно объяснить? Это значит этнокультурное, это вот языковой плюрализм, да, когда языковое многообразие, это когда воздвигнуто в рамк такой ценности, да, когда это все поощряется, и государство издает законы, создает программу, и эти программы работают. Это вот и есть этнокультурная составляющая, этнокультурная парадигма, да, когда, значит, создаются условия для функционирования многих языков, разных языков, и миноритарных, и мажоритарных. А функционально-национальное, это, значит, все хотят свести именно вот функциональности. Допустим, мы сказали, что билингвизм процветает, но это не говорит о том, что какой родной язык, допустим, да, он уже снижается, его планка снижается, в том числе этноязыковая самоидентификация, то есть выбор родного языка, да, или владение им, что они однозначно снижаются. Нет, конечно. Билингвизм у нас в России, он особенный. Он, допустим, он более близок к паритетному, к гармоничному. Да, допустим, это я по материалам своей республики говорю, да, потому что у нас такого абсолютного снижения показателей языка нет. Допустим, языка саха нет абсолютного, но в то же время есть функционал русского языка, он повышается, да, потому что причины этого очень такие объективные. Мы все знаем, да, что урбанизация, которая касается, кстати, всех регионов, да, в Дагестане с горных поселений спускаются в город, у нас из сел перебираются в город, да, и не просто так это тоже без причин социально-экономического характера это же не происходит. Это все происходит. В основном сельская миграция у нас в республике, она, значит, предопределена образовательными целями, допустим, да, а также оптимизация, допустим, медицинских ФАПов, вот этих медицинских учреждений, допустим, это тоже же население, оно же тоже к этому как-то, это же главная потребность населения, поэтому вот они перебираются, допустим, родителей своих перевозят в город. Так, а в городе, конечно, функционал русского языка на работе, в официальной среде он намного выше, чем в сельской местности, поэтому функционал русского языка у молодежи и у носителей языка саха, допустим, среднего возраста, он очень высокий. Но это не говорит о том, что это навсегда. Допустим, мы наблюдаем то, что после 50 лет у человека, у носителя языка саха этот функционал обратно смещается к использованию родного языка. Допустим, до 50, или сейчас, возможно, до 55 лет, да, поскольку выход на пенсию у нас смещен немножко. Вот, поэтому это все очень изменяется. Это нестабильное такое состояние, да, поэтому вот апологеты функционально-национальной парадигмы, да, мне кажется, они очень ошибаются, потому что язык, он никогда действительно не стоит на месте, да, он где вот нужен, вот человек его использует всегда. А это вот такое состояние нестабильное, это континуум. Допустим, я осмотрела в 2014 году студенты саха, это у нас вот от 20 до 25 лет, они у меня попадали в эту выборку. У них использование родного языка, у студентов саха, континуум от 3% до 73%. Представляете? 3% это в сфере услуг. Допустим, в магазин сходил, да, там все на русском, да, потому что у нас обычно в продуктовых магазинах, да, очень, вот эта ниша занята, она мигрантами, да, в основном киргизами, да, поэтому там только русский язык, да. А 73%, вот другая крайность, это, допустим, в домашней обстановке. Поэтому вот этот вот нельзя сказать, что стабильно все языки смещаются, у нас билингвизм, приоритет русского языка совершенно. И никто добровольно не будет никогда отказываться от родных языков. Это касается как и носителей югогирского языка, так и носителей языка саха.
И в регионах тоже то же самое, да. Ну, очень хорошие, устойчивые позиции тувинского языка были, допустим. Их можно сравнить, вот выбор родного языка, да, они параллельны с нашими. Где-то вот ниже 80 никогда не спускались вот эти наши показатели. Так? Показатели в Татарстане, Башкортостане, они тоже самые. У среднего и у носителей среднего и старшего возраста они очень стабильны и устойчивы. Но проблемы, конечно, они касаются детей и молодежи, потому что вот время глобализации наслаивается на процессы урбанизации, переезд из села в город, да, а это тоже очень большой фактор для знания, использования языков. Так? А второй мощный фактор – это вот интернетизация, кибернетизация. Да? Дети, которые родились где-то в 80-е, 90-е годы, они уже выросли с гаджетами в руках, а в школу сейчас, да, пошли их дети, вот младшие классы, да, и поэтому это вот именно те дети, которые у нас выросли с этими гаджетами, информационно-коммуникационные технологии, вот ВОЛС, линии ВОЛС, это все их, теперь это их реалии, да, поэтому, конечно, у них знание языка, использование языка, оно трансформируется, и мы должны сейчас в этом им помочь, чтобы не утерять. Есть действительно очень тревожные факторы, поэтому надо им помочь именно сохранить язык именно вот у детей и у молодежи. Ну, вообще, вот мы сейчас поговорили именно о материальном аспекте вопроса, то есть когда вот люди переезжают из деревни, попадают в иную среду и уже постепенно утрачивают способность, допустим, ну, к сохранению родного языка. А что вы скажете насчет того, что если вот подойти именно с нематериальной точки вопроса, вот, то есть расширять объем контента на родном языке, допустим, в той же самой сети интернет, потому что, как мы знаем, если не существует, допустим, того же самого контента на родном языке, допустим, кино, музыка, передачи различные, то и, соответственно, ну, не будет потребности в сохранении родного языка. Но если этот контент будет, то появится ли тогда уже вот новый виток развития для сохранения якутского языка, допустим, в частности? Угнаться за всеми каналами Disney и Карусель совершенно невозможно, но если найти именно контент именно близкий для Саха, а это у нас ментальность действительно играет очень большую роль в теории идентичности, да? Близкая именно для детей Саха, близкая для детей юкагиров, для детей эвенов, эвенков. Конечно, можно конкурировать. Можно, потому что наши исследования, вот последнее исследование, да, мы его провели, и сейчас продолжаем его, показывает, что именно вот у нас есть такой вопрос, на каком языке вы предпочитаете именно работать или вот, ну, пользоваться интернетом. 29% Саха ответили, что на обоих языках. У нас были ответы русским, якутским, есть еще такой вариант на обоих языках сразу, да. Так вот, 29% Саха пользуются интернетом и на русском, и на якутском одновременно. Это совершенно неплохой показатель. В Татарстане, кстати, вот примерно такой же тоже показатель. Поэтому нужно просто создать такой контент, близкий. Который именно по-настоящему действовал, то есть имел популярность у населения. Да, и поддерживать. Да. Конечно, и количество, и качество тут должны играть. Да. Количество тоже важно очень. Ну вот мы вывели с вами проблему, именно касающуюся молодежи, вообще детей в том числе. И как эти, скажем так, ну, употребим слово проблема, как эти проблемы можно решить и на каком уровне? И вообще какие иные меры можно применить в этом вопросе? Да, действительно, пилотные исследования показывают, что в данное время даже в моноэтничных сельских поселениях всего 34% детей Саха действительно свободно владеют родным языком, а 6-7% детей совершенно уже перешли на русский язык. Совсем не говорят по-якутски. Я недавно разговаривала с таким ребенком, где-то 1,5 часа наблюдала за ним. Он за 1,5 часа по-якутски сказал всего 4 слова глагола. Остальное все на русском языке, на правильном, на грамотном русском языке с русской интонацией, с правильной русской интонацией. Это все влияние
Ютуба, вот этих вот мультиков, Ютуба. Да, а как это решать, конечно? Первый такой, значит, на кого мы ориентируемся, это, конечно, семья. Всегда восстановление языка первую роль должны играть родители. Это с семьей должна проводиться грамотная семейная политика. Есть такое понятие в науке, в зарубежной социолингвистике есть такое понятие семейная языковая политика. Это значит, чтобы дерево выросло красивым, зеленым, его же за ним ухаживают, поливают, значит, защищают от тени, от ветра, от урагана же, да? Также мы со своими детьми должны обращаться в данном случае, побольше общаться с детьми, минимизировать контакт с гаджетами, минимизировать, да, потому что и так вот это Zoom, дистант обучение занимает очень много времени, да, нежелательного времени. Это по всем рамкам СанПин это совершенно перебор. Поэтому минимизировать общение с гаджетами, больше общаться на родном, на человеческом языке, побольше общения давать с бабушками, дедушками, с родственниками. А вторая сфера – это, конечно, школа, это образование, это детские сады. В этом плане у нас немножко такой хаос происходит, да, потому что на российском уровне уже с начала 2000-х годов предпринимаются такие нормативно-правовые акты, которые, конечно, не приводят к расширению знания родного языка, да, а они целенаправлены именно на русифицирование вот этой сферы, да, поэтому вот как-то надо. Но и в этих законах, в этих актах можно как-то творчески подойти, как-то выделить время для изучения языков, потому что сейчас работают у нас федеральные государственные стандарты на всех уровнях образования, дошкольном, школьном, среднее профессиональное образование тоже работает по этим стандартам, высшее учебное заведение тоже, да, поэтому вот, но там есть какие-то вот ограничения, да, допустим, 70% это такая жесткая обязательная часть, 30% это вот такая вариативная часть, и в пределах которого учителя, директора должны, значит, творчески подойти к этому и уделить время достаточное для овладения родным языком. Потому что вот эта система, я сказала, 2000-х годов, да, и за это время у нас 2 поколения молодых родителей совершенно очень плохо владеющие родным языком. Они сейчас молодые родители, они влияют на своих детей. Эти молодые специалисты пришли работать в вузы, СУЗы, а также и туда же, в детские сады и школы. Поэтому их уровень тоже надо поднимать. Ну, у меня вот такой вопрос появился. Вот, учитывая то, что у нас изучение родного языка по последним принятым ФГОСам уже это право добровольное, то есть ребенок или студент может учить этот язык, допустим, по праву выбора предметов тех же самых. И, конечно же, многие, наверное, предпочитают учить только, допустим, русский язык. И для того, чтобы они учили, в том числе и якутский, какие вот стимулы можно, скажем так, придумать, какие-то стимулы можно сформировать в этом вопросе? Должны быть такие понятия языковой менеджмент, да? Да, каждый, любой молодой человек, он всегда думает, да, зачем он мне нужен, пригодится ли мне, допустим, якутский язык в будущем, да, конечно, молодежь задумывается, но упрямые цифры, да, допустим, есть, я считаю, что вот такие вопросы это из области мифов, потому что, допустим, в 80-е годы, в 85-м году Ульяна Алексеевна Винокурова, наш признанный этносоциолог, да, проводила исследования в городе Якутске именно вот по такому вопросу. С таким вопросом выборка у нее была, по-моему, среди родителей Саха. Ну, в то время, представляете, да, 80-е годы, город Якутск, якутского языка очень мало, самих Саха тоже очень мало, да, в пределах города. И тогда родителей, выбравших русский язык для будущего обучения, чтобы дети обучались на русском языке, их было не более 18%. Вот буквально 18 чем-то, да. И я повторила этот вопрос в 2014 году, в 2014
2014 году уже, да, по прошествии стольких лет, и тоже вот это вот 18% тоже сохранились. Представляете? И сейчас, по прошествии тоже 7 лет, да, получается, в 2021 году, тоже этническая общность Саха, желающих, значит, отдать детей, желающих, чтобы их дети обучались на русском языке, у меня пока набралось не более 8. Но этому есть объяснение, знаете, какого порядка, эмоционального порядка, да, потому что сейчас в основном 76% этнической общности Саха, они очень обеспокоены именно тем, что вот дети перестали говорить на якутском языке. 76%. Это как и в городе Якутске, так и в Улусах. И поэтому я говорю, что вот в городе Якутске вот это вот количество родителей, которые хотят, чтобы их дети обучались на русском языке, оно стало даже снижаться, стало ниже. Но, возможно, оно тоже будет на 18. Мне кажется, сейчас вот из-за этой встревоженности эмоциональный фактор немножко сыграл. Возможно, поэтому он снизился. Парадоксов в социолингвистике парадоксов много. Их нужно, исходя из жизненного опыта, да, исходя из общего кругозора, их нужно просто правильно интерпретировать. Допустим, языковая компетенция в ЛУСах у нас получается ниже, чем языковая компетенция знания языка у городских жителей. Но это невозможно же, да, вот с точки зрения обывателя. А на самом деле это можно объяснить тем, что, допустим, риторический идеал у жителя села, он намного отличается от риторического идеала жителя города. Допустим, риторический идеал – это вот идеал, на который ориентируется человек. Ну, допустим, тот человек, который, мне кажется, очень хорошо говорит, допустим, по-якутски, да, ну, это и есть риторический идеал. У сельского жителя это ланхасуты, таюсыты, да, которые, допустим, в каждом селе, их в советское время, 80-е, 90-е годы, в каждом маленьком селе их было, ну, не менее 6-7. Как-то вот мы тоже обсуждали этот вопрос. В каждом селе имелись таюксуты, аланхасуты, поэтому, следовательно, носители языка ориентируются на них. Вот, и летом мне вот один мой респондент рассказывал, я у него спрашиваю, как вы думаете, вы на каком уровне владеете, какой у вас уровень владения родным языком? И он начал, ну, по-якутски говорит, ой, говорит, да какой у меня уровень владения? Вот у нас лет 50-40 лет тому назад жили люди, они могли в течение получаса перечислять масть лошадей. Вот это вот, говорит, они владели языком. Ой, а мы, говорит, это у нас только так, разговорный язык получается. Хотя они вот с точки зрения современного носителя языка, они, конечно же, в своем языке это самые вот такие идеалы. Да, все относительно получается, да, в принципе. Ну, большое спасибо. И мы переходим к нашему уже крайнему вопросу, который касается именно прогнозирования. Что вообще может произойти с языковой ситуацией в Якутии в будущем? Ну, это лет на, ну, давайте возьмем лет 20. Мы подсчитали ранее, промежуток между 2007 и 2014 годом нам дал, значит, такие показатели, что с каждым поколением именно уровень свободного владения падает на 10%. Да? Если не предпринять на государственном уровне таких хороших, эффективных мер, то действительно, вот как предполагали исследователи из СВФО, да, в 2014 году, то к 2050 году носители языка, именно вот социальная база языка, это общее количество, значит, носителей языка, да, и культуры, оно может существенно сократиться. Но если в данное время принять такие эффективные меры, именно вот провести правильную, грамотную семейную политику, образовательную политику, значит, провести, то можно вот эту яму немножко восстановить.
Да, потому что главный в этом, значит, аргумент – это то, что у якутского языка имеется, значит, нормированный литературный язык, а также язык жив, устойчив именно у носителей среднего возраста и у носителей старшего возраста. А они, конечно, средний возраст отличается тем, что он имеет влияние и на последующее поколение, да, на носителей старшего возраста, но они тоже играют роль именно в становлении в языковой социализации молодого поколения. Они такое некое связующее звено. Оно у нас сейчас есть, вот это среднее поколение, оно хорошо владеет и русским языком, и якутским языком, и смотря от ситуации, оно использует равномерно оба языка. То есть, в принципе, в будущем все равно это вот позитивное двуязычие, оно сохранится, да? Я так понимаю. Нет, если предпринять перечень мер. Только в этом случае. Только в этом случае. Если ничего не предпринимать, и вот эта цифровая среда, интернет-пространство, оно же очень влияет на языковую социализацию, на языковую компетенцию. Если вот так все пустить на самотек, то, конечно же, будет идти, и с каждым днем у нас все больше новых факторов появляется, противопоставленных именно вот сохранению языка. Поэтому нужно очень срочно предпринять вот эти меры, эффективные меры. А третий фактор, да, тот, который вот помог бы сохранить язык, допустим, у Саха, это тот, что наше русскоязычное население тоже обеспокоено тем, что дети якуты перестали говорить на своем родном языке. Мы в 2007 году проводили опрос среди русского населения с преподавателем филфака Анной Валентиновной Осиной. Еще в то время преподаватели филфака говорили о том, что если не принять эффективных мер, то можно потерять оба языка. Поэтому нужно обязательно развивать оба языка, и русский, и якутский. Не секрет, что владение русским языком тоже очень снизилось. Поэтому нужно оба языка поднимать, развивать. А последнее исследование русского населения у нас было в 2016 году. Тревоженность за якутский язык там тоже, опять же, на порядок повысилась. Скажу в цифрах, это 34% русского населения значит, выразили мнение, чтобы якутский язык начали преподавать качественнее в школах, и чтобы больше стало якутских школ с языком обучения на родных языках, вот коренных жителей. Вот есть такие цифры, поэтому это тоже очень такой главный, один из основных факторов, что русскоязычное население тоже поддерживает такую вот политику. То есть можно сказать то, что мы должны стремиться к билингвизму, то есть чтобы люди знали именно два языка, в принципе, качественно, то есть владели грамотно в том числе и якутским языком, и в том числе и русским языком, в принципе. Вы немножко отстали в жизни. Это было где-то в начале 2000-х, такая аксиома. Сейчас все население и в улусах, и в городах, они связывают такое успешное будущее для своего ребенка, да, вообще для носителя языка, вообще для человека с тремя языками. Это родной, русский и английский. Но это в более глобальном таком контексте. Нет, это уже реалии, сегодняшние реалии нашей республики. Раньше английский, он занимал очень маленький процент, сейчас уже да. А последняя тенденция, она тоже связана именно с тем, что народ встревожен тем, что вот дети перестали говорить. Последняя тенденция такова, что Саха, у нас был такой вопрос, вот какой язык вы желаете изучать и использовать в повседневной жизни? Саха ответили, буквально 50% родной язык и 50% английский язык. Нет, это мне тоже тут, кажется, повлиял эмоциональный фактор. Потому что русский язык дети изучают очень, ну не сказать, что это очень сложно, да? Вот на наши вопросы у них всегда ответ, какой язык, у нас есть такой ассоциативный эксперимент проводим, дети говорят, русский, я когда спрашиваю, русский язык, он какой для тебя? Говорят, простой, удобный, доступный, а родной язык какой, якутский язык.
Якутский, говорят, это мой язык, мой родной, но очень сложный. Вот поэтому вот 3 языка, использование английского языка, оно тоже вот уже вошло в реалии наших жителей. Ну, наша передача уже, скажем так, подходит к концу, и хотелось бы услышать вот такие вот заключительные, скажем так, слова, напутствие, скажем так, по данному вопросу. Поскольку я вот сейчас рассказала о проблемах наших, да и чтобы их преодолеть, эти проблемы, нам надо объединиться, нам надо, значит, почаще общаться в семье, почаще заниматься с детьми на родном языке, читать книжки на родном языке, петь колыбельную песню своим детям. Тогда у нас со временем все установится. Большое спасибо, Нина Иннокентьевна. Ну что ж, дорогие зрители, с нами сегодня в гостях был доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник института в нашем университете, старший научный сотрудник нашего Института гуманитарных исследований. И я бы хотел поблагодарить от имени всех зрителей вас, Нина Иннокентьевна, за столь информативное интервью. Ну, от себя скажу то, что это была очень интересная тема. Она, скажем так, всегда будет актуальной в нашей жизни. Ну и, конечно же, пора прощаться. Увидимся в следующем выпуске.